Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепантин. И вы видите, что мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришел Василий Местников, тот человек, который уже второй раз в нашей передаче, но он сегодня пришел в другой ипостаси. Василий сейчас занимается специалист, наставник регионального отделения движения первых Республики Саха-Якутия. Но я так думаю, будет лучше, если Василий сам об этом расскажет. Вася, приветствую. Приветствую. Да, спасибо и второй раз, что согласился быть гостем нашей передачи. Да, и на этот раз, с чем ты к нам сегодня? Так, я сейчас являюсь наставником движения первых. Начал свою работу именно в направлении туризм. Да. В общем, Я знаю, ты путешественник, турист, горный турист, да, альпинист. То есть вся движуха горная, экстремальная, это вот твоя как бы вторая стихия, можно сказать, да. Да, можно так сказать. Ага. Движение первых, оно как бы, видимо, подбирает каких-то вот людей, которые разбираются в тех или иных вещах. Экспертов. Да, можно сказать так. Ага. И меня пригласили на эту работу в качестве наставника именно по линии туризма. Ну, еще и помимо этого, я еще и по патриотике тоже как бы оказываю там помощь. Мы проводим множество мероприятий. Ну, по туризму, да? Нет, давай так, перебиваю, извини. Нам нужно сначала объяснить, с чем ты к нам сегодня пришел, что будем готовить для наших телезрителей. И уже по порядку пойдем про твои новые направления. Хорошо. Давай. Так, сегодня, в тот раз я готовил там крылышки туда-сюда. Это да, я помню. Фирменное было. Ага. Хмели и сунели было, да. Да. На этот раз решил немножко другое сделать. Попробуем сделать некие котлетки. Так. Вперемешку уже с овощами. Некие, да, хорошо. Ага. Увидел я где-то, не помню где, сейчас по соцсетям много гуляют всяких разных там интересных новые вещей. рецепты появляются. Да. И ты как человек, который экспериментатор, который может удивлять. Я знаю, ты очень любишь готовить. Да. Бывает такое, ага, и на большие праздники семейные иногда главные блюда мне как бы доверяют, ага. Точнее, уже доверяют. Уже доверяют, ага. После ваших передач. Да. Поднатаскался, так сказать, да. Да. Хорошо. Давай сообща начинать, потому что я так понял до передачи, что много чего нужно делать. Я, если хочешь, могу чем-то тебе помогать. Хорошо. Да. Пока мне надо подготовить лучок. Два надо, может быть, я тебе со вторым помогу, или как? Так, давай я вот это вот сейчас почищу и дам тебе, чтобы ты чтобы я там нарезал на покрасил. кубики, Какой хитрый, а? Ты будешь чистить, а я буду плакать стоять. Да. Ну ладно. Слезинку уронить надо уметь. Да. Вот, что по туризму, да, я уже как бы рассказывал, что увлекаюсь давно уже, можно сказать, экстремальным видом туризма. Это горный туризм, там и альпинизм, и скалолазание, плюс еще и, давай как? Мелкие кубики. Мелкие кубики. Да. Так, а я подготовлю морковку. Так, нам бы уже подключить сковородку. Какую, большую, маленькую? Давай маленькую. Маленькую. Максимально. Давай максимально. И уже надо будет, чтобы масло подогрелось. В общем, обжарим лучок, на ней морковку, и потом нарежем уже капусту. Вот. Каждый год, как правило, я со своими друзьями, мы выезжаем в какие-нибудь горные походы, да? Куда-то уже. Когда это началось и в связи с чем? Что произошло? Это же обычно говорят же, как, в горы сами ходите, страшно, высоты боюсь, тяжело. Я был с 2017 по 2023 год председателем Совета ветеранов органов внутренних дел. И там у ветеранов пришла очень хорошая идея. К столетию образования якутской милиции мы зашли на гору в хребте Сунтар-Хаята, на одну из вершин, и ознаменовали это в честь столетия якутской милиции. То есть название дали? Да. Скажем так, этот проект, который вот так и носит, да, именно решение, да? Как бы там имя мы не дали, просто про себя как бы сказали, что мы там оставили юбилейную табличку. Что вы там были, мы водрузили там знамя, МВД Республики Саха-Якутия, Динамо там, да.
Совета ветеранов. Ну и ознаменовали это в честь, ну, фотографии Ну, сделали, да-да-да-да-да-да. видео сделали. Ну, то есть, как бы в честь этого события, Это был автопробег по 4 районам, и конечный результат вот было восхождение на гору. Вот с этих пор мы начали уже как-то вот запало в душу восхождение на горные вершины. ну, обычно всегда так бывает. В моем случае, да, я очень долго меня звали в горы, я такой, да нет, что там делать, высоко, холодно, страшно. А потом один раз сходил, и вот уже практически как болезнь, да? Да. Да. После, Как говорится, заразился горами. вот именно, да. Мгм. После этого в 2020 году мы уже ожидали юбилейную дату, чтобы отметить День Победы. Мгм. И опять зародилась идея. Мы тогда с Сыпандиным Георгием Ионовичем очень хорошо познакомились. А у него была, оказывается, мечта восхождения на гору Победа с определенным там сложным маршрутом. Сложным маршрутом, да, мы потому что так- есть туристический маршрут, Да. который все ходят, а он такой. Ага. Мы этот маршрут так и назвали, маршрут Цепандина. Он потом его на комиссии признали 5-й категории сложности, Ну. потому что мы целый месяц там в горах, в горных реках проходили. Это была как бы действительно непростая экспедиция. Мгм. Вот. Ну, Требующая сложной подготовки, да, но и да. для того, чтобы участники были все уже в одной связке. ну, мы более года готовились. Ага. Мгм. Причем готовились большим количеством людей. Там и кадетский корпус ребята были, подростки. Мы тренировались, получали знания в Федерации скалолазания и альпинизма у нас здесь, в городе Якутске, во второй средней школе. Они там ведут лекции, у них там стенды есть, там готовились, в общем. Благодарю, Ну, кстати, такой, их. Ага. скажем так, проектный подход, да? Да, Это не естественно. просто так, чтобы, а пошли в горы, а пошли, да? Ну, да, Нет, да, это потому что серьезный горы, как правило, если тем более такой маршрут, то они ошибок вообще не прощают. Очень тяжело. Совершенно верно. Ага. Ага. Вот. Потом, когда мы уже совершили вот это восхождение, Мгм. мы же на этом не остановились. Да. Нам еще больше в душу запало. Лучше гор могут быть только горы, как тут не вспомнить. Да, 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 знаменитые да, да, да. слова, да. Ага. Мы даже с Георгием Ионовичем съездили на Эльбрус. Правда, на вершину не поднимались. Мы на горнолыжке там были. Мгм. Я Поднялись. помню, после этого мы в этом году были с ним тоже зимой. А, тоже туда же ездили. да, А, мы кстати, тоже- да. с Абугаевым. Герман Абугаев там, Германом, Вова. да, мы вчетвером там, да, Да-да-да. Кося Лентович. Да. Вот. Это как бы стало уже традиционным, значит. Да, Ага. это Мы стало же уже там традицией. познакомились Абдухалимом, Абдухалимом да, Альмезовым, да. Альмезовым, который является председателем Федерации скалолазания и альпинизма Кабардино-Балкарии. Заслуженный спасатель России. Да, заслуженный. Он 2 раза восходил на Эльбрус. Эверест. Два раза Во-во-во. был, причем с разных маршрутов. Да. Очень такой приятный человек. Общаться с ним одно удовольствие. Так, вот, ну, после этого мы не остановились, мы тут Разрабатывали новые маршруты. разрабатывали новые маршруты, и у Георгия Ионовича опять имеется, у него много мечт Да. различного характера, ага. И он предложил нам подняться, вернее, дойти до определенной еще одной горы, да? Вернее, горной местности. Он эту горную местность назвал Кайлас. Это вот одноименное название. В Китае есть тоже вот среди тибетских гор такие величавые горы. Вот. И он возмечтал. Короче, он на какой-то экспедиции был и, пролетая на вертолете, увидел вот эти вот горы. И чем они его завлекли? Это горы монолитные, сплошные. То есть, если у нас в Якутии горы такие сыпухи, да? Ты же был там на Мусхая, да? Да, В основном я же поднимался на Мусхая. ледники и сыпухи идут, да? Да. А тут голые камни, то есть сплошной монолит. Это вот как стакан перевернутый. Ну, Вот такой вот. Вот такие вот гольцы, голые такие камни. как долина монументов. Да. вот такие, да. Да. И вот это вот огромных размеров, если вы верхоядские киселяхи, это вот такие вот, ну как бы как люди там, да, на поляне вот как будто вот люди стоят, да, то там вот такие вот монолитные большие вот высотки такие стоят. Вот. И мы
3 года подряд пытались туда добраться. Так. То есть в разное время и зимой, и летом туда ходили, да? Надо сначала подойти к подножию, да? Да. То есть маршрутов нету. Они со своей командой, Георгий Иванович, они с плавом туда прошлись на катамаранах, хотели остановиться и уже на саму вот эту вот вершину приблизиться, да? Но опять-таки погодные условия, там какие-то еще другие какие-то условия помешали осуществиться вот этому вот ихней мечте. Это первая попытка была. Вторая попытка, мы, ой, не помню, какой это год был, 21-й что ли год был, да? На лыжах пошли. 30-градусный Мне мороз. показывал видео. Да. Как вы чуть ли не там вплавь некоторые горные эти, вы так на лыжах идете. Ага. В марте месяце, Да. да, в конце марта это, Весело. по-моему, было. А днем тепло, где-то минус 8-10 градусов, а ночью, конечно, холодно. Ну, палатки, печки на себе. В общем, весело. Мы специальные лыжи купили без скида. В итоге прошли? Нет, мы не смогли подойти, опять-таки, да. Дошли до определенного места, мы издалека увидели, вот уже ущелье пошло, да, вот ручей туда поднимается, и вдалеке мы увидели вот эти вот горы. Мы просто насладились видом и пришлось обратно. Ну, мы целую неделю там были, это вот, представьте, да, зимний поход, он сложный, ага, наисложнейший получается, да. Вот, и потом все-таки решили мы как-нибудь в другое время пойти. А в этом году, вернее, в прошлом году, когда мы уже, вся республика отмечала день столетия образования якутской автономии, Да. ну, до этого еще, да, было принято решение ознаменовать одну из горных вершин именем 100 лет ЯССР. Да. Мы начали копаться в документации, начали ознакомливаться, как это наименование можно правильно Ну, сделать. чтобы да. и на карту нанесли и все прочее. Да. Связались с То есть надо Сахамином. же найти вершины, которые еще и не имеют названия, которые Да, еще, скажем так, для восхождения не было официально. В общем, Русское географическое общество нашу команду пригласило, и мы посовещались. Получили это задание и начали работать. И посоветовавшись с Сахамином Милановичем, оказывается, там ну, как бы юридических аспектов очень много. Нельзя наименовать горную вершину именем юбилейной даты, названием юбилейной даты. И, Почему? ну, оказывается, так вот почему-то. Законы. Могут же быть гора столетия, гора 120-летия, гора 150-летия, гора 200-летия там, образования СССР. Ну не может же быть такого, да? Наверное. Вот. Исходя из этих, наверное, мыслей. Странно. Так, ладно. Но Казалось бы, почему нет, да? с другой стороны. Вот это вот с одной стороны. Поздравляю вас всех. Поздравляю. Какая это сладкая. Но именами имен чьих-то великих людей можно. Да. И сразу пришла другая идея. Допустим, гора Цепандина. Типа, ага, да. Кстати, мы предлагали ему, ага. Да, и он еще. Георгий Иванович, ага. Вот. Пришла Потому что идея. Есть же, например, Цепандинские пещеры, там, да? Да. Да. Это, кстати, не твои пещеры? Нет, это не мои, да. Ну, как бы родственники там тоже были, да, казаки. Мы, кстати, планируем туда. Ага, Георгий Иванович говорил, надо бы туда сходить как-нибудь. Да. Он нашей меня звал командой. туда, на эту экспедицию, говорит, ты же Цепандин, говорит, ты должен поехать.
Я говорю, обязательно. Так, надо сейчас уже с фаршем перемешать и уже Так, поджаривать. это, получается, заправка подготовлена, да? Получается, да, для да. котлет и фарш туда. Да, фарш. Так, где же мы его? Прямо на ней перемешаем? Я не знаю, может, вторую сковородку, потому что я боюсь, что она не влезет. Или, может быть, сюда переложить. Фарш отдельно, или как должно делаться? Это все перемешиваем с фаршем. В общем, давай вот эту вот посуду мы используем для этих целей, наверное, да? Да, туда фарш. Ну, положим. фарш Ага, тоже надо так. обжарить, я так понял. Пока выключи. Ну, она выключается сама. Вот, все. А, все, да? Ага, все. Ничего себе, до чего техника-то современная дошла. Ну, вот такой. Дали название горным вершинам имени Амосова, Платона Юнского. Это было в 2022 году. В этом году мы продолжили эту экспедицию и уже дали название Аржакову. Кстати, он первый народный комиссар внутренних дел Якутии. И Исидору Барахову. А еще мы одну гору, увидев ее, полюбили, потому что стоит вот такая вот монолитная скалы такие, да, как будто бы их несколько, вот вершин несколько, как будто бы строй людей стоит, отряд такой, да. И мы поднялись на эту горную вершину и назвали его в честь бойцов отряда Ботур. Ну, в том числе и всех наших земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и находились. Вот. Мы уже получили все эти координаты, данные, вернее, там расписали. Ну, как положено, привезли, отдали Ну, то есть Русскому надо было- географическому да, нужно обществу. получить сначала задание, тех заданий, Да. что вы собираетесь маршрут, как бы посмотреть на карту, что она, пока эта вершина не имеет названия официального, которое не нанесено на карту, получить задание, сходить, показать, что вы там, прийти, докладывать. Да, и оставляем наверху записку обязательно, потому что могут как бы потом после нас прийти кто-нибудь, Да, чтобы уже, снял это уже записку. традиция, Да, это потому что я традиция. первый раз знакомился, когда вот альпинистов. на Мусхая Ага. наверху был. Потому что в стеклянку специально такой закупоренный оставляется, кто был, и предыдущий нужно обратно обязательно забрать, что будет свидетельством того, что предыдущий отряд, группа уже тоже поднимались. Правильно? Ну вот я объясняю для телезрителей вообще, какая система вообще документации. Там на вершине мы снимаем данные, то есть от GPS по высоте, по параметрам, по всем, да, там по координатам, географическим Ну, то есть координатам. обязательно какие-то специальные приборы получаются. Да, Да, обязательно. альтиметры, GPS. GPS, ага, разных видов GPS-ки. С этих данных мы снимаем, вернее, с этих приборов снимаем данные, записываем это, фотографируем, фото-видео съемки делаем, доказываем, в общем, что мы там были. Да, да? да, да. Ну, как. После этого все документы передаются уже в Русское географическое общество, а они уже дальше обрабатывают. И вот Сахамин Миланович, он занимается как раз именоречениями географических объектов. Он доводит до конца все вот эти вот юридические аспекты, да, и доводит до конца юридические аспекты. Вот. Да, а потом уже международная система, скорее всего, у тебя будет тоже. Да, оно потом в картографии должно Да, вноситься. да, ага. должно высветиться. Но, ну, сама идея такова, что вот этих великих людей мы должны возвысить. Мы их имена поднять на самые вершины нашей республики. И вот эти вот горы, которые Георгий Ионович определил, они как вот белое пятно на нашей карте. Оно недалеко находится от Хабаровского края. Там наши люди вообще не доезжают, оказывается. Как бы с Якутии там перевалы очень большие, горные. Кстати, многие не знают, что наша республика горная республика. 70% территории республики Саха-Якутия покрыта горами. Совершенно верно. Это Да, вот а мы думаем, что мы на равнине, в тундре, север, Якутия, это вот как бы у людей такое. А на самом деле 70% это горы у нас. 3 миллиона квадратных километров же, да, территории? Ну, я точно не могу сказать, да, но 70% это точно горы. Из них Это, ну, 70% это да, горы. это факт. Да. Если Так посмотреть, так что мы горная республика, мы практически как Кавказ. ну, у нас получается, если так по территории взять, больше гор, чем на Кавказе. Да, процентов соотношения. Чуть ли не Нет, так. больше. Ага. А, ну по территории, это в да? процентном соотношении у них может быть А, у больше. них будет А больше, по да. территории-то По нашей территории территории у нас больше. намного больше. У нас больше гор. Вот, Ну, да. у нас может быть ниже, но больше. Да, у нас горы, самая высокая гора это 3003 метра, это у нас Победа. гора Победа. Победа. Ага. Потом вторая это Мусхая. На которой я был. На которой Да, ты тоже был. мы тоже Но ты были. на Победе был, да. Да, Нашу записку мы вы вашу забрали, да. записку там сняли, ага. Да. Вот.
Ну, в общем, вот так вот, да. И увлекаясь туризмом, мы увлекаем за собой других людей, которые тоже, ну, мы когда тренируемся, мы же не сразу в горы ходим, да. Мы Конечно. вокруг города ходим, пешие походы организовываем, сами ходим, тренируемся. В общем, множество тренировок складываются, Потому да. что одно дело, ты просто идешь в горы, ты готовый альпинист, но все, что предшествует походу, это же подготовка. Реально вот еду готовить, обустраивать быт и все прочее, это очень много, конечно, да, требует навыков, умений, ну и для того, чтобы просто человек, как говорится, знать, с каким человеком можно пойти на разведку и дух, скажем так, силу воли проверить, правильно? да, Характер, да, потому что совершенно это тяжело, это очень тяжело, да. Так что давай, да, Вась, мы можем всю с тобой дорогу стоять в горах рассказывать, да, но все-таки давай больше поговорим. Движение первых. Да, о движении первых, да. И вот я мы- знаю, что да, в нашем детстве было же все равно пионерия, мы все это знаем, пионер, комсомол, но я так понял, вот движение первых, ну, что-то это созвучно. Так, расскажи, пожалуйста, что это такое вообще? Давай сначала включим плитку, Да, подогреем, давай. сейчас Да, будем да, да. обжаривать Ты не забывай, наши что котлетки. кулинарная передача, молодец. Кулинарная передача пришел. Да, надо Кушать успевать и хочется. там, и тут. Разговоры разговорами, а кушать хочется всегда. Правильно. Да. Да, движение первых. Сейчас создали вот такую вот интересную Кстати, вот, да, площадку. лого можно Да, вот показать, логотип, Первый. ага. Движение первых. Да. Со слова пионер. Пионер. Пионер Это это первый. есть первые, да. А в современном стиле сейчас вот это вот умные люди решили, вернее, это дети сами предложили назвать движением первых. Диана, по-моему, Красовская в прошлом году, в 2022 году, она сама из Луганска, на каком-то большом форуме, фестивале детей, она выступала на публике, и Владимиру Владимировичу предложила вот такой вот какой-то, не знаю, вот альтернативную пионерии, наверное, да, вот тогда, движение какое-то создать, чтобы дети все там вместе общались. Платились. Да, сплотились. Потому что, ага. да, действительно, у нас вроде как ругают за то, что у нас нет идеологии. Вот раньше была пионерия, а сейчас дети разрозненно, все там в своих гаджетах сидят и все прочее. А вот такая идея, значит, возникла, получается. Да, чтобы были дети были в объединяющее. движении, да, что-то объединяющее. И сразу же вот эта идея была встречена. В общем, существует очень много детских движений, да, различных, там, юнармия, Ну, там, по российская- какой-то такой конкретной направленности, да? да, РДШ, там, да. И теперь решили все это объединить. Еще и существует же вот это вот больше, чем путешествие, там, да, вот. Да, ну, то такие, есть конкретно по каким-то проекты, туризм да. направления, да, Да, вот да, ты да. сказал, юнаты, Да, да, кто да. там зерями ухаживает, кто Ну, там культура, балет, спорт. Ну, направлений же очень много. Да, и в движении первых сейчас имеется 12 направлений. И разные движения, и там и спорт, и культура, образование, в том числе и вот наш любимый туризм, да, Да. куда меня пригласили возглавить. в качестве Да, эксперта, да, наставника. Да, наставника. Ага. Вот. И в этой площадке, когда на сайт заходишь и регистрируешься, имеется очень много предложений. То есть дети с любой точки России могут принять участие на этих акциях, либо мероприятиях, могут выигрывать различные призы, могут просто показать себя, выигрывать различные путевки, в том числе и в лагеря Артек, Океан. Ну, согласно своим этим увлечениям, получается. Да. В общем, смотрите, как интересно, да? Ты заходишь на один сайт движения первых, И можешь и найти там всё. множество активностей. Можешь найти все для детей. Там не только дети, да, там еще и студенты тоже. То есть ты пока учишься, ты являешься просто как ребенок же, да, как членом детского движения, а потом ты становишься наставником этого движения. Это как раньше пионер, а потом ты становишься комсомольцем. Ну, и схожая, скажем так, конструкция. Да. И там движение для разных категорий людей, в том числе и для категорий с ОВЗ. Там, кстати, недавно я ездил в Пятигорск именно по этой программе, да, по линии «Больше, чем путешествие». Ну, там, где движение первых тоже как бы присутствует, да. Я видел, там Русское географическое общество привело людей с ОВЗ. И я удивился, мы поднимались на гору Бештау, на несколько вершин горы Бештау.
И вот эти люди тоже поднимались вместе с нами. Вообще это очень как бы сильные люди, можно сказать, да, потому что рук, ног нету, они на костылях, да. Они до этого участвовали тоже в другом таком же похожем проекте, вернее, тоже экспедиция у них была. Они ездили то ли на Сахалин, то ли куда, и берег очищали от мусора. Ну, только посмотреть на это надо. Это люди, которые, увидев их, можно подумать, а если они могут, почему мы не можем? Вот. Ну да, какая-то такая мотивация. Да. Ну и такие люди действительно духом очень сильны, оказывается, бывают. Это действительно удивительно. Вот. И для детей тоже, оказывается, таки. Мы тут сами тоже водили в поход в парк детей с ОВЗ. Очень интересно, детям очень интересно, оказывается. Некоторые дети пришли в парк как будто бы первый раз, потому что они каждый раз ходят туда, оказывается, а вот туда в глубинку, вот где вот это вот, наш городской парк, никогда не ходили. И мы очутились в сказочном лесу, где белки бегают, где птички. Ну, как бы, соприкосновение настоящей Да. Ага. Мы посидели там, чайку с термоса попили, бутерброды поели. В общем, очень интересно провели время. Это мы с фондом Харасхал вот такие вот мероприятия делаем. Слушай, а как давно создана эта вообще организация? Она же, я так понял, российская. И здесь... Да, это в прошлом году было создано, вышел указ Владимира Владимировича Путина о создании организации. У нас в республику, ну где-то, по-моему, в январе или феврале тут мы открыли уже первую ячейку. Айсен Сергеевич туда уже является, сразу вступил в качестве наставника, что очень отрадно. Слушай, ну ты же вот когда первый раз приходил на мою передачу, ты был председателем Совета ветеранов, органов внутренних дел, да? А когда пришло это предложение, как долго думал, ну, когда тебя пригласили именно в эту организацию? Ну, мне предложили в начале года, и вот где-то через пару месяцев я, наверное, подумал, что надо действительно принять участие в воспитании детей, потому что одни педагоги, одни женщины, да, люди, которые не разбираются в туризме, что они могут рассказать о туризме, да? Да, ну, как бы это, может быть, звучало, может быть, двусмысленно. С другой стороны, я абсолютно соглашусь, потому что, ну, как может дать знания человек, который не был в полях? Да. Мы работаем не только с детьми же, мы в первую очередь работаем с педагогами, должны учить их ходить в походы, да? Мы предлагаем множество площадок федерального значения, нашего региональных проектов. Преемников, да? Которые должны дальше идти. Да. Вот поэтому, я думаю, вообще движение первых – это будущее. Все равно в скором времени это станет очень интересной площадкой для всех. Там не только дети участвуют. Вот, например… Молодежь, студенты, я знаю, там тоже могут. Да, и родители могут со своими тоже. детьми, конечно. Так, обжарили. Теперь мы откладываем их. Так, это еще не все? Да, мы сейчас еще их сделаем кое-что интересное, вкусное. Да ладно. Да. Куда вкуснее? Я уже готов, это, в принципе, В таком виде, да? в таком виде, но я думаю, как бы, горячий сыр не бывает. Пошли. Не. Нет, да еще? Еще не готово, ага. Ах ты, Так, вытаскивай плитку. сковородку. Ну, это пусть мясо остается, потому что я боюсь, что мы не успеем. Да, это давай мы в стороночку это уберем. Так, мы теперь подготовим соус. Хорошо бы это слить. Как сложно увлекать нынешних детей, потому что, да, ну, многие родители жалуются, вот, мой ребенок сидит все время за компьютером, все время за телефоном, не двигается. Раньше-то мы как, по гаражам лазали, по крышам, в футбол играли, бегали на природе все время, как с современными детьми. Ну, немножко сейчас как-то по-другому стало. По-другому, да, потому что ну, детей увлечение чуть-чуть другое, да. Многие родители жалуются на гипотинамию, вот у меня там ребенок сидит все время, ничего не хочет. Очень один опасно, только компьютер, да. Ну, вообще к походам с детьми я пришел с тем, что надо было воспитывать тогда еще своего сына, который рос
Да. Первые походы Вы же наши. вместе и хоккей, и все прочее, я знаю. Да, 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 да. Слава богу, социальным сетям. И вот это. Первый поход у нас был на сплав. Ну, конечно, мы на охоту, на рыбалку ходим, да. Но он вместе. такой массовый поход с нами, с людьми. Это был у нас Елена, с Чехтюра до 203-го микрорайона, как сплавы выходного дня были же, да, организовывались. Туда сходили, сыну очень понравилось, он там первую рыбу свою поймал в жизни, он маленький тогда еще был. И с тех пор мы уже начали... Как говорится, зажечь ребенка, да? Да, Первым я его делом. тогда зажег, мне удалось. Мы уже не останавливались, продолжали. И в результате даже, когда он с армии вернулся, отслужил уже, мы Ещё сразу же, вот на Гору Победа, он, кстати, был одним из участников этой экспедиции. Подготовились капитально, ну вот и поехали. Вот. Для воспитания очень важно, дети, когда ходят в такие походы, они становятся какие-то, вот меняются сразу, оказывается, да? Становятся более самостоятельными, потому что все время в походе ты же утром просыпаешься, подъем, там режим такой строгий идет, да, Да, жесткий, да, минутная готовность. Потому что Там. тайминг очень Да, важно, да. И в результате Всегда же говорится, что группа двигается со скоростью самого медленного участника. Да. Поэтому если кто-то отстает, то ему помогает туда-сюда. И очень неудобно, когда ты вот самый последний каждый раз, Да, и ребенок неудобно, потом... и не хочется быть этим. Да. Чтобы те все ждали, говорят, ну давай, ты что, мы уже это. Потом мы же обязательно распределяемся по каким-то ролям, да, Да. то есть задачи... По заданиям, по да. заданиям, Кто-то за ага. кухню, кто-то за костер, кто-то за дрова, Да. вода, все прочее. Естественно, потому мы ребенка озадачиваем, и он тоже как взрослый, там, что какая-то своя полноценный, сфера ответственности. да, полноценный человек, там, взрослый человек, ага. Похвалить Поход в то же время, да. обязательно. Обязательно. Вот Вот эти вот молодец. Если бы не ты, мы сейчас бы не кушали. Да, Ну, условно, да, 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 какие-то да. вот такие моменты. разговоры у костра вечером, Да. да, когда ты полностью день пройдешь в походных условиях, а потом вечером сели, Анализ. анализ, Что мы да. сегодня сделали. Это очень интересно. Ребенок на глазах меняется, у него, Да. Он чувствует свою значимость, что он полезный. да. И чувствует, что счастливый становится. Да, потом он понимает, что физическая подготовка, оказывается, нужна. Ну. И сыну, например, говорю, ну что, нельзя тренировку по хоккею пропускать, пойдем? Да, нам нужно обязательно ходить, летом же пойдем в поход, это все, силы нам понадобится. Да. Ну вот. Чувство ответственности повышается, Да. потому что мы, когда командой идем, если кто-то где-то подводит, то это подводит всю команду. Ну да. Ага, и он должен стремиться все сделать правильно, да, как положено. Он учится, он начинает прислушиваться к старшим. Потому что если он сам по своему усмотрению, где он в компьютерных играх, как он там что-то увидел, да, по своим знаниям идет, у него ни там, ни тут не получается. Да, может не получиться, да. Да, как-то да. Что-то может пойти не так. Да. А у нас работает, да? Да, это работает. Все, ну, вижу. Ага. Это томится. Можно побольше огонь, если хочешь. Так, ты объясняй. Вот мы положили, чуть-чуть лук обжарили, Да, морковку, это своего образия соус такой мы делаем. да, помидоры, Мгм. Сейчас еще добавим Натерки, туда томаты. сметанки. сметана, Да. соль, перец по вкусу. Соль, перец по вкусу. Перец не слабо ты кладешь, так, ладно. Ну, я люблю, я же горник. Полезная вещь. Ты же Обязательно заметил, надо. что на Кавказе ребята любят? Не слабо так. Ага. И сметана. Да. Все это замешивается. Да. Я так понимаю, ты это приготовишь и туда зальешь. Мы сверху зальем, а потом все, туда. все. Пусть пока готовится. Побольше надо, по-моему, огонь, потому что стала холодная. Все, И потомить немножко, да? Да. Чуть-чуть потомиться, и все. На этом, в принципе, мы уже потом положим на котлеты и можем уже поставить это в духовку. Ну, наверное, все, выключим это все, да? Воспитательные, да? Да. Это все выключаем. И, ну, показывай, что ты. Ага. Как Так, как мы нужно теперь сделать. можем положить это все сверху. Ну, просто накладываем. Вот так просто. Мгм. Ты, да, активный образ жизни ведешь, да? Вообще, как следишь за питанием? Ну, какие-то имею свои привычки, наверное, да, благодаря которым я, наверное, вот
форму держу. Платформенная, В свои 50 лет я, в принципе... Ну, это уже вроде- неплохо. Так. Ну да, молодец. Так, нам сейчас нужно попросить нашего помощника Айтала, да, чтобы это заложили в духовку. Вася, ты сказал, что ваша организация могут принять участие не только дети, студенты, молодежь, но и взрослые. Да? Каким образом можно вообще в ваших активностях задействоваться? Ну вот смотрите, да, я даже еще на работу не поступил в движение первых, да. В мае месяце была маевка. Это я зашел на сайт «Больше, чем путешествие» через сайт движения первых, да, зарегистрировался там, нажал на кнопку, что я хочу принимать участие на этом фестивале. Там фестиваль проходил, маевка, «Больше, чем путешествие». И потом через какое-то время мне на почту приходит: вы приглашены. Приглашение. Ага, скажите, откуда вы хотите вылететь? Я написал город Якутск, и вообще мне полностью и билеты, и от и до. И пропитание, и проживание. Мы, правда, в палатках жили, да? Ну, Но ничего. это было намного интереснее, как бы, чем... Так, скажем, подождите, а в смысле это все бюджет идет, ну вот, вот через есть, организацию? есть крупный такой проект «Больше, чем путешествие», и они организовывают такие мероприятия. В этом проекте в маевке было принимали участие движение первых, там, да, общество знания, вот, «Больше, чем путешествие». Они грандиозный такой проект организовали. Приехал туда, там фестиваль, и пригласили туда очень много взрослых было и детей. Взрослых, кто там такие были? Это профессиональные туристы, гиды, преподаватели, педагоги, ОБЖ, там, да, вот, Те люди, которые непосредственно в полях, которые, да, занимаются, да, туризмом, ага, и преподают туризм, да. И мы посмотрели, как это все делается, и потом там мозговой штурм был, да, именно по теме, несколько дней, 3 дня подряд мы там что-то придумывали, задания нам давали, командами разделились там, да, в итоге подвели итоги, и оно было направлено на развитие туризма у нас в России. То есть для того, чтобы понять, как это развивать, нужно было собрать специалистов, тех людей, которые по земле выслушать ходят. мнение, да. Да, Потому да, что, да, да, да. действительно же сейчас вопрос стоит, ну, мы громко говорим, может быть, да, но мир меняется, да. Развитие внутреннего туризма, развитие внешнего, въездного туризма. Очень острый вопрос, в том числе и в нашей республике, да. Да. И кроме того, что мы по бумагам, по каким-то этим инстанциям, да, мы же встречаемся друг с другом, общаемся и знакомимся со всеми регионами. Какие-то такие Да. контакты появляются. После может быть, даже этого, деловые. вот в октябре месяце буквально, и опять-таки я в Пятигорск съездил, опять-таки вот по такому приглашению я принял участие, тоже за счет больше, чем путешествия туда съездил. Там на этот раз собрались более 1000 детей со всех регионов. Они принимали участие, кажется, в одном из активностей, вот в движении первых заходишь, там очень много активностей. В одном из активностей приняли участие, выиграли региональные этапы, и их пригласили целой командой по 10 человек. команда? Да, по 10 человек туда. И они там соревновались, состязались, знакомились, представляли свой регион. Там вообще очень интересно было. Это получается еще только по твоей конкретной направленности, да, по туризму, туризму, да, да. путешествия и все прочее. А вообще сказал 12 направлений. Направления разные, по всем направлениям такие же идут. Например, ребенок, тут девочка, по-моему, съездила на хор, приняла участие. Она просто Ну, нажала культура, на кнопку, да, творчество, где-то спорт, да. выиграла этап, Разные и активности. ее пригласили. Очень много активностей. Сейчас у нас команда первых прошла, да, со всех районов мы собрали детей, студентов СПО. Они посостязались, посоревновались, и выявилась команда, которая должна будет теперь на фестиваль выехать. Уже федеральный проект. Вот так вот это так работает. То есть одна площадка, где все эти и юнормейские, различные все эти детские раньше, которые проводились мероприятия, оно в одной площадке и все сейчас. прочее, да. Да. Юные Все в одной моделисты, площадке конструкторы. ты можешь по своим направленностям там найти. Ну, тебе очень сильно повезло, можно сказать, да. Твое свое хобби, свое увлечение практически превратило в работу. Практически так получается. Практически так получилось. Да. То есть вопрос задавать о том, что ты, как ты любишь отдыхать, что нужно делать, вообще не нужно. Но мне сейчас одна головная боль идет, да, на следующие походы, походный сезон, как организовать среди детей это. То есть детям, вот чтобы мысль это- такая есть, да, нам сначала надо научить педагогов. Тут школы, 21-я школа, например, да, еще там 13-я, еще какие-то, 2-я школа. Там директора сами хотят ходить в поход и водить детей. У них вот у самих желания есть. Вот таких бы директоров побольше, и у нас дети стали бы ходить в походы, и они уже, вот
знаете как, да? Когда ты ходишь по своей родной земле, когда ты ее трогаешь, в ней ночуешь, ты больше о нем узнаешь, ты больше начинаешь эту землю Факт. любить. Так, да. Да. А не так, чтобы виртуально вот эти вот... Тем более мы саха, мы должны быть, мы берем силу, Единение с когда мы, природой. да, Да, мы да, единение да. с природой, Да, мы да. должны быть, ну, как бы Обязательно мы с природой показываем все наши якутские традиции, что надо покланяться земле, Да. накормить, Кормление, да, там, поговорить. да. С Там, духами. с Да, духами, немаловажно, да. всегда. Здорово. Как-то так. Итак, нам принесли наше уже готовое блюдо. Спасибо ресторану Red and Green. Да, с духовки вытащили. И у нас что, последний штрих, да, Василий остается? Да, подчеркнем сейчас красотой. Так, Ну как и говорится, еда вкусностями. должна быть цветная. Да, у нас темное мясо, желто-красно-оранжевое. Кто-то сказал, что якут траву не ест, но Да-да-да. оказывается... Это я, моя любимая поговорка, Ага. так прикалываюсь все время. Ну, надо. Но это не совсем так, Да. оказывается, да? Не, ну якуты ели на самом деле. Да. Бюрё, то и все прочее. Конечно, много собирали, потому что Да. на зиму... Очищались даже этим. Мгм. Так что это может быть отдельный вообще разговор, как древние якуты питались. Очень правильно, между прочим, питались. Давай мы по-братски. на Да, одну по-братски, да, тарелку, ага. да, мы что, сколько раз Положим. вместе, как говорится, В горах обычно так делается, Ага. когда посуды мало, все делается. чуть было и сказал, мы горцы, Ой, горцы. мы горцы, мы всегда так делаем. Ну, пока нам хватит. Пока нам хватит этой съемочной бригаде, мы по два сидим. Так, и И- присыпем немножко сверху. Вот так, красоту. красотой. Ну, Жень, ну вообще, ну где тут это, практически ресторанское блюдо у нас получилось. Да, Так, давай. и сметанку можем Давай сюда вот еще. так поставим. Это Так, ложечку подай, пожалуйста. крупно снимут. А еще и сметанка. А, вот так, Вот. заправочка, да? Да, И вот так, это мне. Все. да. Ну и на сметанку тоже. Вот так тоже. Ароматич. О, Ароматич, практиш гуд. ну как-то Всё? так. Сняли? ага. Ну что, да, давай попробуем. Приятного аппетита нам. Давай. Ну, Уже не терпится. Это уж, как говорится, мясо так мясо. можно ножичком отрезать. Не, я вот уже О, вилочкой. хорошо прожарилось все. Мгм. Снаружи жареное, внутри. Все готово. Отлично. Сам удивляюсь, как вкусно получилось. Здоровски. Да, Вась, спасибо тебе большое. Как говорится, благодаря тебе мы действительно узнали, что у нас, оказывается, такая организация есть. Да. Вот. И у нас, ты помнишь, у нас традиция такая, пожелание для наших телезрителей. Пожалуйста. Так, ну, хочу, на эту камеру. хочу что сказать. Действительно, нам детьми надо заниматься, потому что такое время пришло, когда очень много сидим в помещении, гаджеты, дети уже верят каким-то, не знаю, вот интерактивным вещам. На самом деле, через эти же интерактивные вещи мы можем научить детей делать уже реальные, как бы, да, для того, чтобы изобретатель что-то изобрел, он же должен руками, ногами потрогать, там, на вкус попробовать, да, а не виртуально там что-то придумывать, да. Поэтому мы должны детей научить любить свою природу, ходить по своей родной земле и быть патриотами. Ну, как-то так вот, мое желание сейчас на сегодняшний день такое. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях специалист, наставник регионального отделения движения первых Республики Саха-Якутия Василий Местников. Вася, еще раз спасибо. А я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте всегда, как мы. Просто вкусно. Мы дальше. Мы в движении. На движение.